древних времен у бурят существует поверье. Тело, душа человека, его жилище очищается через огонь. Во время обряда Шаро придают огню все, что тяготит жизнь. В селе Дагой в середине февраля по лунному календарю празднуют Новый год. Сагалган – праздник белого месяца. Новый год для бурят – праздник родовой. Каждый считает своим долгом сказать другому свои самые сокровенные слова. И всегда в разгар веселья кто-нибудь из сородичей обязательно вспомнит своего великого земляка. Вот так, как Дашицерен Дашадымбрылов. Однажды мы работали на составлении годового отчета, но нам уже время зажато было. Но вдруг услышал выстрел, и друзья думали, смотрим уже, Ашараптам Батазабай стоял. В руках был стартовой пистолет. Но мы испугались, но главный бухгалтер сразу соскочил со стула и поднялся. Но потом говорит, вы меня внимание не обращайте, поэтому я выстрелил, говорит. Но потом говорит, давай, поехали. Я закончил третью книгу «Похищенное счастье» и будем обмывать.
Дашарабдан эне донды ихы дуртаймында, оше донды ихы дуртаймын. Дашир Абдан любил эту песню особенно. Вообще любил слушать песни. В любой компании, в любой суматохе, услышав хорошую песню, замолкал, уходил в себя. Думаю, это от того, что он был степняк. Родился он и рос в степи, в Дагойской степи. Его родной отец Гамбо и его приемный отец Батажаб неразлучные друзья. Всю жизнь вели караванных верблюдов, объехали все торговые пути Забайкалья. И потому, слушая песню о сиротке-верблюжонке, Дашар Абдан печалился и думал об отцах своих. Человеком он стал в Дагое, среди дагойцев. В Агинской степи сложился как человек. В Зугалай учился в школе. Говорят, был непоседливый, непослушный, живой, упрямый, с малых лет. С детства любил рисковые игры, камни кидал, дрался, хорошее слово любил, умел хорошо говорить, метко говорить. Мы, буряты, до сих пор храним неугасающую традицию, усыновляем, удочеряем, если уж у кого нет детей, приютим стариков. Вот эта традиция и сейчас продолжаем. И мы, Дашар Абдан, мы тоже усыновлены. Мы с Дашар Абданом и другие учились в Дагойской начальной школе. Мы обычно урок начинали с благословения. Итымбелек шуталая, шуталая, ирхим хумум балае, балае. Вот так начинали урок. Камера. Возраст наш был шкодливый, непоседливый. На переменах пулей вылетали из Дагойской школы. Собирали камни все 4 переменки, чтобы воевать. Камнями сражались. Верховодил Батажабай. Кидал камни так, как дробь из ружья. Как дробь кидал. Камера. Равдана я знаю с детства. Вместе учились в школе. Он, когда учился, очень озорным, шаловливым парнем. Он учился хорошо, владел очень хорошо писать, читать. Учителя за это любили. Он среди своих сверстников очень авторитетным был. Даже он всегда, он при игре победителем был. И в 1941 году, когда война началась, нас призвали в армию и попали в летную школу 81-й эскадрильи. Сюда, по плану. 81-я учебная эскадрилья располагалась в 40-м, 41-м, 42-м годах на этой территории, этого аэропорта. Призывались в эту 81-ю учебную эскадрилью в основном ребята с районов и с Улан-Удэ. В частности, с Улан-Удэ была призвана группа ребят, которые принимали участие в первой декаде в Москве, искусство в Москве. Артисты, да? Артисты были все. Но эта группа была чем интересная, что очень много занималась художественной самодеятельностью. Были веселые, всегда были дружно, принимали участие в разных мероприятиях. Главное, за кто Пели, играли,
За коперчиком всегда был у нас Дашир Абдан Батажабай. Даширабдан май харин дюхун бухунда дэн тухай передачи им балходы телевизоре лхара. Дашир Абдан никогда не забывал войну. 9 мая был для него самым печальным днем. Вспоминал друзей своих боевых, летчиков. О погибших очень печалился, плакал горько. Особенно сокрушался о своем друге-украинце Викторе Голчуне, штурмане. О нем говорил всегда хорошо. Сам Дашир Абдан был командиром. Экипаж был многонациональный. Русские, молдаване, азиаты. Все. О них горько печалился. Дашир Абдан после войны в радиокомитете редактором работал. Особенно пьеса «Дагбы Налдоу» «Ошибка Дагбы». Пошла хорошо. Пьесу и там, и тут ставили. Это было началом всего. Тогда же написал поэму-сказку «Сосен Сенге». Поехал сперва в Ленинград, а потом уехал в Москву. В литературный институт поступил. Свою главную книгу «Похищенное счастье» он начал там. Там произошла встреча с деятелями кино. Писал киносценарии. Он учился вместе с молодыми тогда Салбоном Ангабаевым и Евгением Евтушенко. Когда Батажапай впервые вошел в институт, вы знаете, он был совсем каким-то особым явлением, как будто вошла к нам бурятская степь, сама бурятская природа в гости. Он был необыкновенно щедр по отношению к нам. Он к нам относился как к детям и баловал нас все время. Мы были все тогда, и я, и Роберт Рождественский, Бела Ахмадульна, были мы все тогда, честно говоря, голодные все время, постоянно. И вот он был самый богатый, но богатство его заключалось именно в его щедрости. Он, получив любой гонорар, он немедленно приглашал нас в шашлычную, которая была рядом с литературным институтом. Усаживал иногда по 20, по 30 человек. И садился, и как отец смотрел, и улыбался, и радовался, как нам всем хорошо. Ну, я давно знаю бурятский народ просто с самого детства, да еще даже с самого, что ли, с пеленок, потому что когда у моей мамы не было молока на станции «Зима», то меня и споили бурятским молоком. У меня была мать-кормилица бурятка, и поэтому для меня это народ особый. И вот он был достойным представителем своего народа, со всеми его лучшими качествами, с искрометным юмором, с этой щедростью, с внимательностью и добротой не показной, а настоящей. Мы с Даширабдан Батажабаем и Хамасу Батуевной семейные друзья. Наша дружба началась еще в Москве, в студенческие годы, когда мой муж Гунга с Даширабданом учились в Лид-институте. Мы тогда жили недалеко от института, поэтому вот наши студенты из Бурятии у нас собирались, особенно Батажабай очень часто бывал у нас. Поскольку я машинистка по профессии, я всегда студентам, и особенно Батажабаю, печатала его произведения. Вот когда Даширабдан задумал сюжет повести «Песни Цабунщика», он решил первый вариант мне продиктовать, сразу прямо с головы, не без бумаги, не без писания. И вот пока он диктовал, он очень так быстро мыслил, что ли. Так быстро диктовал, что я еле успевала. Я всегда удивлялась, что он такой рабочий, что ли, быстро работает. И вот пока он хоть целый день диктует, он всегда ходил, никогда не садился. И не дай бог, чтобы это у него переспросить что-нибудь. Его это очень огорчало, конечно, ему мешало. И вот прерывалась мысль. И поэтому я, конечно, уже под конец я уже стала привыкать к этому и старалась не мешать, не переспрашивать. И вот мы где-то за 3 недели закончили эту пьесу.
родной, край родной. Пускай голоса моя с тобой, голубою забытый волной. До свидания, сердцу милый, край родной, край родной. Помни меня, помни меня, теперь от души. До свидания, лес зеленый, край родной, край родной. Табуны нагорны слона, край родной, край родной. Ты какой бы ни то стороной, наша дружба повсюду с тобой. До свидания, сердцу милый, край родной, край родной. Да. Как раз после фильма «Песня табунщика» по сценарию Даши Батажабай мы с ним и познакомились. До этого я его не знал. Он приехал в Москву и предложил мне участвовать в сценарии «Золотой дом». Мы нашли режиссера, который с удовольствием взялся за это. Это был Владимир Басов. И таким образом началась моя совместная работа. Прежде всего он сказал, что ты должен узнать, что такое наша Бурятия. Тогда называлась Бурят-Монголия. И мы поехали с ним вместе в его Бурятию. Это была поездка незабываемая и прекрасная. Во-первых, сам Батажабай Даши, это был удивительный человек по темпераменту, какому творческому напору, мог рассказывать с утра до ночи истории удивительные из самой истории Бурятии, и из современных историй, да, и много знал современных историй. Он как раз к тому времени купил машину «Волгу», она только что пришла к нему. Ну и, знаете, там были ограничители, нельзя было больше 60 километров давать, скорость, чтобы не запороть мотор. И редкие из наших братьев-писателей, я думаю, поступили бы так. Он снял сразу ограничитель, сказал, я не могу с ограничителем ездить. И мы поехали с ним в путешествие по Бурятии. Это было совершенно незабываемое путешествие, потому что он просто свернул с дороги и поехал в степь. Из-под колес выпархивали птицы, какие-то мелкие животные разбегались, и степь это была как море, а мы как на каком-то катере, а уже не на машине, ехали по волнам этой степи, потому что дорог ровных там не было. Ехали полсутка, я уже боялся, что мы никуда не приедем. На самом деле мы приехали в одно селение, другое, там все его прекрасно знали, нас хорошо встречали. Потом мы приехали в один Дацан, в другой, и я начал изучать эту прекрасную страну. Этих революционеров и всяких бунтовщиков следует лечить в принудительном порядке. Уколы им подобает делать штыком, а вместо пилюль преподносить свинец. Другого выхода я не вижу. Понятно? Понятно, Павел Карлович. С вашего позволения, не кажется ли вам, что сия зараза занимает очень большие слои населения и превратилась в эпидемию? Что? Стоп. Ребята, вы понимаете, в чем дело? Сейчас, значит, общий хаос вообще, сейчас Борзя взята, Чита пала. Но все-таки они же приехали сюда, Ремикан сам приехал сюда для того, чтобы, так сказать, карательные экспедиции. Поэтому что происходит? В городе все население за большевиков.
Вот это просто от этого разъярен человек, от этого, так сказать, состояния его таково, что он даже как-то не ведет себя не очень прилично. Поэтому, может быть, ваше обращение к нему несколько, вы уж несколько сильно, ну, как вам сказать, респектабельно это делаете. Может быть, не выходите из себя больше. Выходите, давайте ему повод, да, и он как-то по вашему состоянию он тоже работает, понимаете? Так, свет отдыхает. Ребята, перерыв так на 10 минут. Гримеры, пожалуйста, поправьте актеров, так, да? Сейчас соберемся через 10 минут. По всему Союзу тогда гремел этот фильм «Песня Добудчика». И я, вот сельский юноша, можно сказать, был потрясен, увидев своих сородичей впервые на экране. Для меня это было, в общем-то, страшное событие. Даже скажу, что где-то в 10 километрах от моей деревни снималась картина. И я думаю, что из этой картины мы потом, значит, и Саша Тыгилов, и Юра Дуринов, и я, там все мои товарищи буряты-кинематографисты, фильм этот подтолкнул нас в кинематограф. И я считаю, что в какой-то мере и Батыжабай виноват в том, что мы сейчас вот занимаемся этим искусством. Батыжабай, конечно, был очень странный человек, странный, неординарный, особой породы. Можно о нем говорить все, что угодно. Можно говорить хорошо, можно говорить плохо, как вообще о каждом настоящем человеке. Но одно нельзя не сказать, что он всегда делал все не так, как все. Понимаете? И думал, писал, творил, так сказать, нарушал, так сказать, переходил какие-то границы, ну, всякое бывало, но всегда он делал так, как он один может, только один он мог это делать, по-своему. И каждое поколение, особенно молодое поколение, каждое молодое поколение нуждается в таком человеке. Вот в тот период, то время страшного, ну, так сказать, духовного тоталитаризма, если можно так выразиться, мы бы не выжили, если бы не было Батыжабая, я так думаю. Поскольку нужен был человек такой силы духовной и такой вот, ну что ли, художественной мощи. И сейчас, да и тогда, в общем, после опубликования его трилогии эпической, у меня, так сказать, зародилась мысль сделать по ней фильм. И вот столько лет 20, значит, я как-то об этом думал, мечтал, и вот сегодня, думаю, так сказать, пришло время, что мы можем уже готовиться к этой картине. Сейчас мы уже работаем над сценарием. И вместе с Монголией мы хотели бы, потому что Монголия очень ее большие друзья, перевели его книгу там, известной стала книга очень там. И монгольские друзья, в общем, нам помогут в этом деле, мы уже об этом говорили. Шарабдан за незначительные преступления был осужден и этапирован на станции Выдерна на Байкале. В то время я работал в том учреждении. Когда он прибыл этапом, бритый, но после беседы, значит, мы его назначили работать библиотекарем. За короткое время он наладил работу библиотекаря. Постоянно он работал до поздней ночи. И написал эту книгу. Его любили там молодые осужденные, угощали продуктами. Он проводил эту читательскую конференцию и так далее. Он однажды говорил, что те, которые меня посадили, от них дерьма не останется. Мои книги будут читать через 500 лет. Вот был такой человек
большой писатель. Я очень рад и выражу признательность Свердловской киностудии. Рад, что пригласили меня на эти съемки. О нашем замечательном, великом писателе, сыне бурятского народа, Даширабдан Батажабаеве. Я его знаю со студенческих лет, с первого по последние курсы, будучи студентом педагогического института имени Даржи-Базарова, великого нашего бурятского ученого. Я занимался у него дома. Я постоянно бывал, имел беседы с ним неоднократно, значит, любил его библиотеку, значит, стеллажи. У него были огромные, значит, богатства, классики, значит, писатели Востока, Запада. Он дружил со многими видными учеными, видными музыковедами, этнографами. Совершенство владел, значит, монгольским языком, языком Востока. Значит, совершенство владел русским языком, значит, и имел очень много учеников. С Батажабаем, писателем нашим бурятским, мы в течение многих лет были знакомы. Он много раз был у меня и много интересовался о буддизме. Также интересовался тибетской медициной. Видимо, ему нужны были именно данные вот это, исторические данные вот это для писательской деятельности. Ну, Даширабдана заставить позировать очень трудно было. Вот однажды утром пришел, конечно, я сбегал в магазин и решил его эксплуатировать. Ну, с удовольствием он согласился. Приняли мы по стопочку. Такой жизнерадостный, хороший рисунок. Я начал вот это, портрет. И вот удивительно то, что через некоторое время он мне показывает вот так. Я вроде не понимаю и рисую. И у него лицо грустное, печальное становится. И вот тогда я немножко отправляю. Поэтому я смотрю, то портрет грустный, то очень жизнерадостный получался. И вот к концу портрета, ну, я так раскидал волосы, вообще энергичным, своеобразный свет так подобрал, необычный, как говорится, стандартный портрет. И вот к концу, значит, у нас уже дело концов было, нашей микстуры. И у него лицо грустное становится, и завершил вот в таком грустном состоянии. Вот очень жалею, конечно. Надо было быстрее делать или же запас больше взять. Ну, жили по отдельности. Ну, мать надо куда-то сходить надо было. Ну, ее напаивала молоком с водки.
от Арахим, что он уснула. Вот, например, об Атажабае очень много историй, легенд ходит. Вот одна из них. Он приехал в родные края в 1958 году и попал на праздник Агинский, летний, самый такой массовый праздник. У него всегда много было друзей, поклонников, и поэтому посадил буквально как селедку, бочку, посадил свою машину. У него была Волга машина, посадил машину и поехали они на речку купаться. При этом взяли водку. Вот и приехали, думаю, да гулять, пить, значит, купаться будем. Они все разделись, Батажабай первым залез в воду. Давайте, говорит, раздевайтесь все и всю одежду, праздничные костюмы в машину, чтобы грызуны, насекомые не испортили. И поэтому все они забросали в машину. А тут Батажабай вылезает из воды, в том виде, в каком он в воде был, улетает, уезжает в Агинское. Потом, значит, час нету, 2 нету, 3 нету. Но вдруг появляется такая большая туча буквально по дороге, и все говорят, вот это наш Батажабай едет, вот сейчас мы его накажем. А он приезжает, такой веселый, и приглашает всех выйти из воды, а сам же приглашает выйти из машины таких нарядных, празднично одетых женщин. Они сидят в воде, и говорит, он улыбается, хохочет, говорит, почему вы сидите в воде, давайте вылезайте. Да, знал я его хорошо, потому что часто приходилось его возить. Он пользовался такси. На своей машине как подопьет, так его арестовывает ГАИ. А ему больше чем добираться, надо только такси. Ну и все водители, которые работают с 70-х годов, они его все знают хорошо. Потому что он часто употреблял, а машину его арестовывали, ставили в ГАИ. А пешком он не ходил, пользовался такси. Сам был, конечно, человек подвижный, шебутной, любил и по тротуарам мог проехать, разгоняя толпу. В общем, уважаемый был человек со всех сторон. Что мне сказать о нем? Дашир Абдан был человек своеобычный, совсем особенный. 20 лет мы по-всякому жили. Но именно эти годы для него, как для человека и как для писателя, были самыми трудными и самыми рабочими, самыми счастливыми. Я была с ним все эти годы рядом. Эти годы и мои самые счастливые годы. Дашир Абдан был народный человек, из народа. Люди не переводились у нас, ходили к нам много. Я упрекала его, сердилась. Ходят взад-вперед, утром, ночью, днем. Студенты ходили, молодые особенно к нему тянулись. Художники, поэты и простые люди тоже. Я упрекала его, а он мне в ответ: после моей смерти узнаешь, что я жил-то с народом, а не один, что не воротил нос от людей. Пил с ними, гулял, плакал, горевал, печалился. С ними умереть готов был всегда.
закончил свой большой труд «Похищенное счастье», написал и 3 месяца после этого ездил по Иравне, Кижинге, пошел в народ. Это свое хождение в народ он даже на карте отметил. Карту эту, план-карту, я передала литературному музею Бурятии. Пусть народ увидит и это. Скажу прямо, что с ним прошла я эти 20 лет трудно, но ни от чего не отрекаюсь. Я с ним была счастлива. В этом все дело. Zemane Respublikası hem sakut bolжавы хите превырзе тактар. Ави завод живый волот. Ахника нясхмена тактар. Механизированный стихов завод тактар. Игат баян хайхын сакта. Мане Бурят театр, музыкальный драматический театр болжа. Москва же. Дихадыхет ирет баян сагны. 이놈네 마네 республики магласы сыграли мандажор живая уим гэлину еда где. Здесь, под этими сводами, часто звучал голос Батажабая, голоса героев его пьес. Вот в этом театре мы работали Таширабдан Надбоевичем. Долгие годы. Человек талантливый, очень оригинальный, пытливый. Я думаю, что он всегда как-то вот пытался проникнуть в жизнь. То, что он говорил со сцены, это не всегда, ну что ли, удовлетворяло хороших, так сказать, наших руководителей. Бывали и скандальные вещи, бывали и прессинги, но во всяком случае мне кажется, что он всегда, борясь с этой системой, он иногда уходил в жизнь уходил для того, чтобы черпать оттуда материалы. И материалы черпал он очень правдивые, по своему характеру людей, по пластике, выразительные. Это было его свойство, таланта. Сам Таширабдан был человеком крупным, он не укладывался в обычные рамки. На собраниях он, например, вел себя очень резко, шумно, мог с критикой выступить, говорил людям правду в лицо. Не всегда это могло понравиться. Кому-то это нравилось, а кому-то не нравилось. Но люди понимали, что перед ними большой писатель, большая личность. И в конце концов, если у кого-то были обиды, то это в конце концов прощалось. Умение увидеть, подметить, как что-то такое, глазом писателя-сатирика, оно было очень свойственно Таширабдану Батажабаю и по дальнейшему его творчестве. И в том же знаменитом его романе «Трилогия» «Похищенное счастье», наряду с положительными героями, выписанными как былинные фольклорные богатыри, присутствует много сатирических образов богачей, лам, полицейских и так далее. Так вот, я хочу сказать, что хотя Таширабдан Батажабай создал довольно много произведений и в области драматургии, и в прозе, значение его, мне кажется, определяется тем, что в своих произведениях он сумел раскрыть для народа своего прежде всего судьбу народа, раскрыть какие-то поднять глубокие исторические пласты и показать судьбу народа на протяжении длительного времени и на огромных временных пространствах, показать древние связи Бурятии с центральноазиатским миром, с Россией и с другими государствами. И я думаю, что значение еще также в том, что это было открытием не только для нас, бурятов,
его книги, переведенные на русский язык, стали достоянием многомиллионного читателя. Они открыли миру облик бурята конца прошлого века, начала 20 века, раскрыли его во всей его душевной красоте, с его своими обычными традициями, обрядами и всеми аксессуарами той жизни, которую, к сожалению, мы сумели утратить за последние десятилетия. И сейчас вот народ ведет борьбу за возрождение национальной культуры, за возрождение национальных истоков, что ли, за возвращение к национальным корням. И Батажабай задолго, вот эти же роман же писался в 50-е годы, вот он уже тогда как бы обращал внимание людей на то истинно ценное, вековое, что должно быть сохранено. Это любовь к земле, это любовь к родителям, почтение к старшим, это воспевание силы, удали, смелости и обличение всего, что им противостояло. Можно было бы еще говорить и о других произведениях писателя, вот в которых эта линия ярко прочерчивается уже на современном материале. Ну, я думаю, на этом вы где-то меня уже остановили. Дни на преддверии смерти и так далее характеризуют человека более глубже его истинное внутреннее состояние. Человек готовился и знал свою смерть и был очень мужественным и очень собранным, боли переносил совершенно легко. И в то же время он очень оберегающий. Его даже вот характерная черта какая, его внимание, вот это его довольно щадящее отношение к окружающим было. Вот я прихожу к нему, я знаю, что ему очень тяжело, ему нужно это, он говорит, ну ладно, это ничего, вот лучше, но вот то-то, то-то, то-то. И вот последний, особенно день, последние 2-3 дня, и он все-таки, готовясь, зная, что он уходит в мир иной, он позаботился об оставшихся. Он знал, что какая тяжелая жизнь их ожидает, и он, значит, попросил меня, значит, заверить, ходить, завещание, о котором не знала ни жена, ни дети и никто. И мне приходилось выполнять его последнее дело, и все равно выражать в себе, будучи врачом, выражать, что он все равно будет жить, и ему дана жизнь и так далее. Но он говорил, ну ничего, я прожил очень хорошую, интересную жизнь, и я, говорит, не боюсь смерти. Он недолго прожил Даши, да он и не мог прожить долго, потому что он горел таким ярким пламенем, такие люди долго не живут. Я никогда не забуду этого человека. При слове Бурятия у меня сразу возникает лицо Батажапая, лицо моего прекрасного друга, великого поэта Дандока Улзатоева. Ухожу из жизни рано, а задумано было много, не все успел сделать. Болезнь победила меня, но боролись за мою жизнь все. Прошу передать мой последний поклон друзьям в Москве, Якутии, Калмыкии, Туве, Монголии и всем друзьям. Простите, друзья, я не всегда был прав и хорош. Жизнью своей доволен. Спасибо жизни и друзьям.
Nagashashta vidaga goyalenda Ushrahan khairate Shamahante Oğuzachtaradaga goyalenda Havatağelonem irayende hanur Hatırşaşta vidaga goyalenda Hanyalan heratel Şamahantel Harıl saçtaradaga goyalenda Протаренная дорога знаменитых родителей, как правило, обязывает следующее поколение молодых, как правило, жить достойно. Я